Доброе утро на календаре. 17 января, понедельник, новая рабочая неделя. Это телеканал Якутия-24, НВК Саха, программа «Утро Якутии». Сегодня вновь вместе с вами это утро мы встречаем, на новый день настраиваемся. Зовут нас по-прежнему Полина Долинская, Павел Танин. Доброе утро. Доброе утро, друзья! Мы сегодня вам расскажем много интересной и полезной информации. Также мы узнаем, какое интересное новое развлечение для юных нерюнгринцев приготовили Непосредственно в Нерюнге. да, в Южной Якутии, а также мы вам расскажем и покажем, как они катаются на собачьих упряжках. Да, помимо этого и полезная информация также будет. Поговорим об удостоверении многодетной семьи и какие льготы можно оформить при помощи этого удостоверения в центре «Мои документы». Также мы узнаем, какая диета самая эффективная после новогодних праздников. В московском зоопарке животным устроили хвойный детокс. Ну и в конце этой недели состоится замечательное спортивное событие, экстремальное при этом, марафонский забег «Полюс холода». О нем мы подробно сегодня также будем разговаривать. Ну и, друзья, мы напоминаем, что мы работаем в прямом эфире, и вы всегда можете создавать вместе с нами настроение и задавать вопросы нашим гостям по номеру WhatsApp 8 914 273 44 88. Рассказывайте, как прошли ваши выходные, чем вообще завершилась для вас первая рабочая неделя, и задавайте вопросы нашим гостям. Желайте просто кому-нибудь доброго утра или всей республике, мы обязательно это озвучим от вашего имени, всем нашим телезрителям передадим. Ну и, конечно же, если какие-то интересные сюжеты, интересные материалы из нашего выпуска хочется посмотреть еще раз, для этого есть ровно две функции. Во-первых, наш инстаграм-аккаунт, это утро_Якутии, Якутии, там все интересные материалы мы публикуем. Ну и повторы наших эфиров можете посмотреть на нашем канале YouTube. Ну а также, друзья, скачивайте приложение НВК Саха и смотрите нас, даже если вы далеко от дома и от телевизора. Да, ну а прямо сейчас время узнать, что же там за окном. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 35-44 градуса ниже 0, а в заречной группе 36-45 со знаком минус. В южных в это утро в Алдане и в Нерюнгре минус 38 градусов. В Вилюйской группе минус 43, минус 46, в Нижнеленских 46-47 градусов мороза, а в западных 39-44 ниже 0. В Колымо-Индигирской группе улусов теплее всего. Сегодня в Чирском минус 33 в это утро, минус 50 в Уснере, холодно. В Янских минус 40, минус 43. На северо-западе минус 32 в Тиксе, минус 34 в Оленьке, в Соскалахе минус 35. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 40 градусов мороза, атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба. Штиль. В течение дня преимущественно без осадков, местами туман, а ветер переменный с порывами от 1 до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем 34-36 градусов мороза. За третьего ребенка на Дальнем Востоке предлагают давать 1 миллион рублей. Пока такую функцию такую возможность хотят применить на некоторые части макрорегиона, но тем не менее, если все пойдет хорошо, то могут применить и на всем Дальнем Востоке. В регионе уже действуют меры поддержки рождаемости. Например, действует программа «Дальневосточной ипотеки» с пониженной ставкой, региональный материнский капитал при рождении второго ребенка, единовременная выплата при рождении первого ребенка. Предполагается, что население Дальнего Востока вырастет к 2025 году до 8,5 миллионов человек и до 10 миллионов к 2035 году. Ну вот, собственно, неплохая стимуляция того, чтобы люди становились многодетными семьями. Вообще о льготах, которые положены конкретно многодетным семьям, мы сейчас поговорим с главным специалистом клиентской службы города Якутска центра «Мои документы» Еленой Клепондиной. Елена, доброе утро. Доброе утро. Вот. Ну, расскажите о вступивших изменениях в оформлении удостоверения многодетных семей. Ну, мы говорим сегодня о многодетных семьях, конкретно удостоверение о льготах. Вот какие изменения именно в оформлении? 16 июля 2020 года внесены новые изменения. Если ранее удостоверение многодетной семьи выдавалось только матери, то сейчас удостоверение выдается обоим родителям
состоящим в зарегистрированном браке, либо единственному родителю, усыновителю, воспитывающим 3 и более детей в возрасте до 18 лет. Или в возрасте до 23 лет, в случае, если ребенок обучается по очной форме обучения, либо проходит по призыву Воинскую службу. службу, да. Также внесены изменения по срокам удостоверения, по срокам продления. Раньше требовалось продлевать дважды в год. Сейчас требуется продлевать только 1 раз в год. Удостоверение выдается по состоянию на 1 октября. И изменения по срокам предоставления услуги. Ранее услуга предоставлялась в течение 30 календарных дней плюс 3 рабочих дня. Сейчас услуга предоставляется в течение 13 рабочих дней. А я вот всегда хотела узнать, каким образом именно присваивается статус многодетной семьи. Вот есть, допустим, мать, не будем как бы вдаваться в подробности, сколько у нее было браков, но у нее 3 и более деток. Она является многодетной уже точно. А вот есть отец, у которого было 3 брака, и в каждом браке по одному из Будет детей. ли он считаться? Да, будет ли он считаться многодетным отцом? Нет в этом случае, потому что многодетной семьей по закону Республики Саха-Якутия, да, считается семья, состоящая из обоих родителей, состоящих в зарегистрированном браке, либо из одного родителя, воспитывающих совместно, получается, воспитывающих 3 и более детей в возрасте до 18 и включительно до 23 лет. А если брак зарегистрировали, когда у женщины было 2 детей от первого брака и родился совместный? Если, вероятно, дети все остались проживать после развода с ней, Ну, то они с матерью. Да, это будет. здесь уже орган будет смотреть по решению суда после развода, с кем остаются дети. Нет, То есть- у матери есть 2 детей от первого брака, она вступает в брак 2-й раз. И в этом браке рождается совместный ребенок. Отец также получает статус многодетного? Нет, потому что 2 детей, они Уже относится к матери. уже, да, Но мать при относятся- этом получает статус Конечно, многодетной. у Хорошо, матери- вопрос, где, собственно, куда обращаться по поводу удостоверения, чтобы получить удостоверение многодетной семьи, многодетного отца, матери? Нужно подать заявление. Заявление можно подать 3 способами. Через офис нашего центра «Мои документы». Нужно будет предварительно записаться на подачу заявления через наш официальный сайт. Электронно, через региональный портал предоставления государственных услуг Е-Якутия, логин и пароль от госуслуг. И через управление соцзащиты муниципальных образований. Какие документы нужны при этом? Но обязательно заявление. Заявление может быть на выдачу нагрудного знака и оформление удостоверения многодетной семьи, то есть первичное оформление, да, внесение изменений в удостоверение, продление срока и выдача дубликата. Обязательным документом является паспорта родителей, либо единственного родителя. Здесь требуется паспорт родителя, являющегося гражданином Российской Федерации. В случае, если один из родителей является иностранным гражданином, то на него удостоверение не будет выдано. Далее, свидетельство о заключении брака в случае, если состоят в браке, свидетельство о рождении на всех детей, свидетельство об усыновлении, если такое было, тоже на всех детей. Тут важно отметить то, что все дети должны быть прописаны совместно с родителями. Далее требуется при первичном оформлении фотографии родителей 3×4 в одном экземпляре. Также требуется справка с места учебы, если в семье имеются дети-студенты. Справка с места учебы предоставляется в случае продления. Обязательно в справке должно быть указано то, что студент действительно является студентом очной формы обучения с указанием периода. Также при оформлении дубликата удостоверения также предоставляется обязательно справка. Выдаваемая справка должна быть со сроком не менее месяца. А подскажите, пожалуйста, лично нужно присутствие именно при подаче документов, или это можно сделать дистанционно? Дистанционно, то есть электронно можно подать. То есть сканы, Также- например, отправить, отсканированные. Да, конечно, через госуслуги это очень просто, легко. И по продлению тоже? По продлению и по выдаче дубликата тоже можно. Если, допустим, заявитель сам не может обратиться, может представитель обратиться по доверенности. Доверенность может быть в простой письменной форме. Нужно ли менять удостоверение, как-то куда-то подходить, если есть на руках удостоверение старого образца, к примеру?
Вообще удостоверения, выданные до 16 июля 2020 года, считаются действительными. Но если изменился состав семьи или, допустим, ранее выданное удостоверение выдано только на мать, а мать состоит в зарегистрированном браке, и отец детей является отцом всех 3 детей, то в этом случае, да, они могут внести изменения в удостоверение и получить новое удостоверение на обоих родителей. Также, допустим, если изменился состав семьи, родился 4-й ребенок, то в этом случае, да, нужно будет внести изменения в ранее выданное удостоверение, внести 4-го ребенка. Для этого требуется паспорт, свидетельство о рождении вновь родившегося ребенка и само удостоверение. Ну и какие льготы дает вот это Главный вопрос, к которому мы удостоверение? Да. подводили. И можно сразу в МФЦ там же их оформить многодетным семьям. На базе МФЦ можно оформить услугу по предоставлению льгот по земельному налогу, имущественному и транспортному налогу для многодетных семей. Также на базе МФЦ наши юристы предоставляют бесплатную юридическую помощь многодетным семьям при предоставлении удостоверения многодетной семьи либо свидетельства о рождении всех детей. Также, кроме льгот, на базе МФЦ предоставляются и другие услуги для многодетных семей. С полным перечнем услуг и с полным пакетом документов можно ознакомиться на нашем сайте mfcsakhat.ru. И вообще у нас по республике много многодетных семей? Да, данная услуга у нас популярная. И бывает такое, что у Министерства труда и социального развития Республики Саха-Якутия заканчиваются эти бланки, и в связи с этим срок предоставления услуги может немножко увеличиться. Вопрос, много ли у нас... мы говорим сегодня, что теперь удостоверение же могут оба родителя получать. То есть раньше выдавалось на семью, сейчас оба родителя... Да, много ли, говоря про переоформление удостоверения, скажем так, изменений, то есть пришли, написали заявление, дайте нам нового образца, много ли обратилось ли человек, семей именно на то, чтобы получить удостоверение для обоих родителей? Да, много, потому что ранее... Допустим, если удостоверение многодетной семьи выдано только на мать, то отцу выдавалась справка. Но более сейчас данная справка не выдается, поэтому уже приходит. Нет. Большое спасибо вам за такую интересную и полезную беседу. Я думаю, друзья, это многим из нас будет полезно. Так что, если у вас такой счастливый статус многодетной семьи, то обязательно не забудьте пройти переоформление и получить удостоверение для многодетной семьи, как для матери, так и для родителя. Тем более, да, как мы сегодня уже поговорили, это легко и просто сделать не только в самом МФЦ, а можно непосредственно через электронные сервисы, госуслуги, Е-Якутия и так далее. Ну а прямо сейчас небольшая пауза, после которой мы вернемся. Доброе утро, друзья! Всем здравствуйте! Особенно, кто начинает свой день вместе с программой «Утро Якутии». А прямо сейчас к нам присоединился наш новостной обозреватель Иван Лазаренко с последними и актуальными новостями. Доброе утро, коллеги! Доброе утро, Якутия! Вы смотрите новости. Собственники аварийных домов в 4 арктических районах республики получат квартиру в новостройке в столице республики в этом году. Новое жилье планируют приобрести для 73 жителей Верхоянского, Устьянского улусов, а также Жиганского и Наленёкского национальных районов. Напомним, что граждане, проживающие в отдаленных населенных пунктах, могут получить квартиру по программе переселения из аварийного жилья не только в своих селах и поселках, но и в другом районе. Так, в прошлом году по заявке Устьянского района в Якутск переехали 7 семей из села Казачье. В Якутии ведется работа по проектированию трассы от города Ленска в сторону Иркутской области. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев во время прямого эфира в социальных сетях. По предварительным данным, дорога будет проходить через Пеледуй и Витим. Айсен Николаев отметил, что по поручению президента России правительство страны должно рассмотреть и принять меры для обеспечения к 2030 году круглогодичного проезда по федеральным автодорогам Вилюй, Лена и Колыма. Глава региона добавил, что также идет обсуждение об
основания инвестиций по строительству мостового перехода через реку Алдан на федеральной дороге Колыма. Напомню, что на днях главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на мост через Вилюй в районе Верхневилюйска. Проектом предусмотрено строительство мостового перехода длиной 1600 метров и участка дороги протяженностью почти 23 километра. По состоянию на 15 января всеми операторами выплаты мобилизованным гражданам произведены в полном объеме. Кредиторской задолженности больше нет. Об этом заявил руководитель Якутлесресурса Джоустан Хон. Общая сумма затрат мобилизованных лиц, участвовавших на тушении 373 лесных пожаров, составила 475 миллионов 693 тысячи рублей. В авиалесоохране также заявили, что финансовые средства, направленные из резервного фонда правительства России, полностью освоены. Перерасчет работникам авиалесоохраны согласно районным коэффициентам были выплачены в декабре прошлого года. На сегодня в основном пункте передержки на улице Чеченко содержится порядка 1000 бездомных собак. Вопрос о расширении территории находится на стадии разработки. Вместе с тем, временный пункт в автодорожном округе работает в усиленном режиме. В пункте, рассчитанном на 320 животных, заполнена половина мест. Помещение просторное и чистое. Каждая собака содержится здесь отдельно. Еды и питья для животных хватает, отметили в жилкомсервисе. Данный объект мы начали строить 29 декабря 2021 года. И в настоящее время 144 собаки содержатся. Здесь можем принять до 320 собак. Штат работников 12 человек, но в настоящее время у нас 7 человек работает. В этой неделе мы получили технику и будем уже сами заниматься отловом также. Корм хватает, запас держим на 10-14 суток. Водой обеспечены, наша техника все подвозит, все нормально. В гороскопы верят 71% опрошенных россиян. Причем ожидаемо, что среди этого процента подавляющее большинство, ну не сильно подавляющее, но все же большинство — это женщины. 76% против 62% среди мужчин. Однако только 4% респондентов отметили, что всегда ориентируются на предсказания гороскопов при планировании своей жизни. 58 опрошенных указали, что обращаются к гороскопам только перед важными событиями, а 38 жителей России вообще не учитывают их. Об этом, кстати, свидетельствуют результаты исследования сервиса работа.ру. Ты, кстати, веришь в гороскопы? Я, до поры до времени все мы не верим, а потом, я вот сейчас ради интереса просто читаю и особо смысл не вкладываю в это дело. Друзья, узнаем, что нам предсказали звезды на эту неделю. Овен. Хороший период для всего, особенно для покупок. Самой удачной станет покупка обуви и верхней одежды. Вам попадется выгодное предложение на товар высокого качества. Вторая половинка обязательно оценит ваш выбор. От употребления сладостей сейчас стоит отказаться, это может негативно отразиться на здоровье. Телец, пора отвлечься от работы на что-то более важное и интересное. Возможно, у вас давно лежит недописанная картина или недовязанное платье. Вот и займитесь завершением этого дела. Очиститься духовно поможет непринужденное общение с родителями или с партнером, а также время, которое вы проведете наедине с собой. Близнецы. Период благоприятен для коммерческих сделок. Результаты, которых вы долго добивались, могут сейчас дать знать о себе. Конфликты в семье неизбежны, но в ваших силах сгладить все острые углы и сделать этот конфликт не сильно шумным. Рак. Вы можете обрести новые источники заработка, которые вам предложат новые знакомые. Соглашайтесь только в том случае, если это потребует не очень больших вложений. Рискуя крупной суммой, вы можете многое потерять. Общение с людьми, которых вы давно не видели, принесет массу наслаждения. Лев. Не всегда все идет по плану, но не бывает так, чтобы все шло по плану. Все действия продумывайте заранее, контролируйте каждый шаг. У вас много завистников, но вы в силах справиться с ними, дать отпор. Если только почувствуете, что самочувствие ухудшилось, бросайте все дела и отдыхайте. Дева, ваши прежние старания и труды не были напрасными. Сейчас вы получите заслуженную награду за старания. Не рискуйте с финансами, для этого сейчас не самое приятное и благоприятное время. Период хорош для начала ремонта или покупки строительных товаров.
Весы. Отношения со всеми складываются довольно гармонично. Причин для недоразумений нет. Будет приятная новость издалека, и даже появится возможность съездить в гости к дальним родственникам. Звезды не рекомендуют отказываться от предложения, так как поездка получится плодотворная и интересная. Вы еще долго будете ее вспоминать. Скорпион. Вас ждет масса дел, поэтому пора приступить к их завершению. К сожалению, не всегда все решается мгновением, и иногда придется приложить усилия, чтобы осуществить в реальность давние желания. Любимый человек может вам преподнести нехорошие новости, но справиться с трудностями вам под силу лишь вдвоем, и вы просто обязаны поддержать партнера. Стрелец. Могут увеличиться нагрузки, и это приведет к снижению эмоционального фона и к резкой смене настроения. Этого не избежать, и вам остается только смириться с таким положением вещей. В остальном период пройдет спокойно, без происшествий. Удача повернута к вам лицом, не теряйте возможности поучаствовать в розыгрыше призов, если такая возможность будет. Козерог. Неделя пройдет бодро, энергично. Нельзя сказать, что он будет полностью беззаботным и радужным, однако ничего плохого с вами сейчас не произойдет. Период хорош для важных встреч и переговоров. Будут предложены интересные предложения вашим партнерам, и звезды не советуют от них отказываться. В выходные проведите время с близким для вас человеком. Водолей. Все, что сейчас запланировали, пройдет гладко и без происшествий. Вы коммуникабельны, умеете найти подход ко многим людям, а также можете найти выход практически из любой ситуации. Стоит воспользоваться таким стечением обстоятельств и завершить все начатые ранее дела до конца. Рыбы. У вас неделя будет своеобразной. В начале недели вам может показаться, что ничем хорошим она не кончится. Но к выходным вы поймете, что ошиблись. Появится человек, которому вы будете рады и который сильно вас порадует. С финансами трудностей период не обещает, но от непредвиденных покупок сейчас лучше отказаться. Эффектный показ коллекции национальных костюмов состоялся на днях в Доме дружбы народов имени Кулаковского в городе Якутске. Свои работы представили участники и лауреаты юбилейного евразийского конкурса высокой моды национального костюма «Этно-Эрато-2021», а также мастера со всей республики. Подробности узнаем далее от Марфирины Алексеевой. Изумленная публика не сдерживала своих эмоций, восторгаясь кропотливым трудом национальных костюмов народов Якутии. Эксклюзивные традиционные наряды представили 15 дизайнеров, модельеров и мастеров. Рукодельницы со всей республики привезли свои творения, над которыми трудились не один год. Коллекции содержали зимние якутские комплекты, национальную одежду народов Севера, различные этнические ювелирные изделия, а также стилизованные в современный стиль костюмы высокой моды. Так, свои работы представили участники и лауреаты юбилейного евразийского конкурса высокой моды национального костюма «Этно-Эрато-2021». Коллекция покорила жюри евразийского конкурса и заняла первое место, что неудивительно. Мастера воссоздали одежду и украшения 17 века. Большинство из погребаний и археологической экспедиции мы изучаем. Основным нашим первым источником была Стрелова, этнографическая, советская этнография, журнал в 1937 году. В Западном Хангаласском там захоронения не нашли, но потом это забытое было. После этого начали вот это последнее время, 5 лет, французы. Французская экспедиция 10 лет тому назад начали. Зимняя одежда народов Саха также не может никого оставить равнодушными. Данные костюмы носили в 19 веке и по сей день. Все исполнено с высокой точностью. Воссозданы даже аксессуары личного пользования женщин в те времена. Надежда Ахматова шила якутскую зимнюю верхнюю одежду более 1 года. Сегодня данный костюм впервые представила публике. Оно называется буктах, потому что подол оно шире, и здесь у нас есть кокора оно. Из-за этого она расширяется внизу. Вот такое пальто буктахсон носили в 19 веке, в конце 19-го. У меня рукавица, она сделана в стиле, вышита в стиле тангалась. И имеется здесь это рукавицы остах. Творит и молодежь. Коллекция юной ученицы из Чурапчинского района стилизована под современный стиль. Ее задача – показать, что национальная одежда тоже может быть интересной и модной. С раннего детства у меня был такой интерес. Я всегда интересовалась культурой нашего народа, как же у них это все было, как они все это древнем все придумали, все эти узоры такие красивые. У меня лично есть очень большой интерес, и
именно из-за этого вот это все получается. Идея была в том, что чтобы мы надевали национальную одежду в повседневной жизни, чтобы наша культура не пропадала, наши традиции, обычаи, чтобы мои сверстники тоже так одевались. Организатором мероприятия выступил Национальный центр «Семех». Они планируют проводить данное мероприятие ежегодно и привлечь как можно больше талантливой молодежи. Ведь этот год президент страны объявил годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Таким образом, сохранение и развитие фундаментальных основ традиционных художественных ремесел, а также повышение имиджа Якутии – одна из актуальнейших задач. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Якутск. Команда ученых из Токийского университета представила прототип надувного электроскутера. На этом видео можно видеть, как девушка распаковывает средства передвижения, накачивает буквально за несколько секунд, а затем уезжает. Электроскутер помещается в рюкзак достаточно большого объема, однако не выглядит крупногабаритным. Сам внешний вид транспорта очень минималистичен. Нет каких-либо ярких или выделяющихся элементов. В целом надувной скутер выглядит достаточно интересно, однако стоит еще раз упомянуть, что данный электроскутер это всего лишь прототип, и вполне возможно он является всего лишь развлечением для молодых ученых. Но вообще сама тенденция использования электрических скутеров, велосипедов, она сейчас очень популярна. И, во-первых, для эко-движений и экоактивистов, которые как раз-таки заботятся об окружающей среде. Ну, если с точки зрения окружающей среды, то, конечно же, просто обычный самокат и просто обычный велосипед, он намного экологичнее, чем электро. Потому что электро в любом случае имеет элемент питания, который в дальнейшем будет утилизован, возможно, неправильно и нанесет урон окружающей среде. Поэтому вот эти вот самокаты, они не могут быть лучше классического велосипеда. Говорю как человек, всю жизнь хотящий кататься на велосипеде. Тем более, когда сам крутишь педали, ты еще и форму, знаешь, какую-то поддерживаешь. А встал, поехал, ну, мне кажется, это не спортивно. А вообще, что касается экологии, еще издавна наши предки, они о ней заботились, при этом и передвигались далеко не пешком, а на собачьих упряжках. И, между прочим, в Нирингре катание на хаске это стало одним из таких самых популярным развлечением для юных нирингринцев. И они очень ждут с радостью вот этих праздников, масленицы, какие-то зимние забавы для того, чтобы прокатиться в упряжках. Общение с этими доброжелательными животными является приятным сюрпризом как для детей, так и для взрослых. Собаки с удовольствием катают ребят на упряжках и способны подарить им не только хорошее настроение, но и позитивное отношение к окружающему миру. В Нирингре в 2018 году был организован клуб любителей ездового спорта «Белый ветер. Снежные псы», где собралась группа единомышленников для общения хозяев и занятий ездовым спортом. В основном в клубе представлены собаки породы хаски. Ну, хаски – это считается самая добрая порода. Она для дома, для семьи, для детей. Они очень обожают деток хаски, они с ними играются, они следят за ними, они как няньки, можно сказать, в семье. А их эстетический вид и голубо-небесные глаза, ну это просто в них нельзя смотреть, они завораживают. Они как дельфины, да, вот в море дельфины, а у нас на севере наши северные хаски. В парке на различных праздниках участники клуба проводят катание на нартах, запряженных собаками. Развивать этот навык необходимо совместно с хозяином. Выучить команды, приобрести необходимую амуницию помогают организаторы клуба. И только работая в слаженном тандеме хозяина с питомцем, возможен результат. Я всегда говорю всем хозяевам, которые завели такую активную собаку, что вы хотите, чтобы ваша собака бегала, покажите как это. Дайте ей эту энергию, и она быстро научится. Мы ставим их, мы учим, мы ставим с более опытными собаками, просто сначала щенков, потом потихонечку они прекрасно понимают, что нужно делать, они быстро схватывают это все, бегут. Кроме ездового спорта, хаски способны расположить к себе детей с ограниченными возможностями здоровья и неврологическими расстройствами. Они быстро находят контакт друг с другом, и после общения с собаками дети открываются, уходит страх и снижается тревожность. Поэтому именно эта порода собак вызывает особенные чувства у всех, кто когда-либо с ними познакомился. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нирингре.
22 января уже на этой неделе в Аймиконском районе состоится третий зимний экстремальный марафон в этом году. Он будет посвящен столетию образования Якутской АССР и 80-летию воздушной трассы Аляска-Сибирь. Спортсмены пробегут классический марафон по дистанциям 5 и 10 километров, полумарафон 21 километр 100 метров и марафон 42 километра 195 метров. По прогнозу метеорологов, сильных морозов не ожидается. На данный момент прошли регистрацию 65 участников, из них 26 женщин, 39 мужчин, 1 мастер спорта международного класса по легкой атлетике, 3 мастера спорта Российской Федерации, 5 мастеров спорта Республики Саха-Якутия. И также примут участие иностранные спортсмены, 1 человек из Объединенных Арабских Эмиратов, 1 человек из Белоруссии. Также примут участие наши спортсмены из республики, из 10 районов. Ну, о том, как проходит подготовка к забегу, чего ждать в этом году от соревнований, мы поговорим с нашими гостями в студии. Это Сарглан Неустроева, исполнительный директор зимнего экстремального марафонского забега «Полюс холода», и Василий Лукин, победитель второго международного экстремального марафона «Полюс холода» 2020, если не ошибаюсь. Доброе утро. Доброе утро. А я вот сразу хотела уточнить. Вот вы говорите, что метеорологи вам обещают хорошую погоду, а вот сегодня они в Аймиконе нам зафиксировали минус 52 градуса. Это хорошо? Ой, вы знаете, ну, на сегодняшний день прогнозируют нам, к сожалению, ниже 40. Но, конечно, для нас, для экстремалов, было бы лучше, если минус 50. Но в первых предыдущих, в первом пробеге у нас зафиксирован старт на 43 градуса, и на втором нам тоже вот немного повезло, минус 47. Но в этом году тоже надеемся, но как сложится. Так, конечно. Ну, вот говоря про то, что синоптики обещают, погоде рознь. Аймикон — это полюс холода, в конце концов, и 52, возможно, там, это очень даже неплохо. Но в целом марафон проводится уже 3 года, третий год, третий марафон. Откуда вообще появилась такая идея? Почему был выбран именно полюс холода и выбран Аймикон? Вы знаете, данный пробег, на самом деле, он является народным пробегом. Почему? Потому что пробег инициирован спортивным клубом «Трудовой фронт». И примкнули, поддержали, дали наши спортивные клубы, это «Северные волки», мы из СССР и так далее. И как бы первые шаги у нас проходили в каком плане? Мы понимаем, что для здоровья очень важно, да, пропагандировать. И так как у нас здесь 5 возрастных групп, 4 дистанции, могут принять участие не только профессиональные спортсмены, но и любители бега. Вот. А вот как войти в число вот этих марафонцев? Просто прийти и сказать, хочу побежать или нет? Или подготовка нужна какая-то? Вот, это очень правильный вопрос. Конечно, заявляются желающие, любой человек. И наш судья, главный судья Василий Спиридонов предложил вот в прошлом году создать центр подготовки экстремального пробега. И, кстати, вот первая ласточка как раз из Арабских Эмиратов, который проходил у нас нынче подготовку, он примет в этом году участие. Поэтому все желающие, пожалуйста, вот дистанция 5 километров могут проходить. Минимальная дистанция всего, да, напомню, да, 4 дистанции. да. Это 5, 10, 21,1 и 42,2. Да. Классическая марафонская. Вообще марафон уже приобрел такой международный статус, то есть были участники из-за рубежа, так, например, Паоло Вентурини, итальянец, и Дмитрий Волошин из Молдовии. Расскажите об участниках этого года, стоит ли ожидать тоже вот так, хотя бы гости из зарубежья? Вот я еще хочу немного отметить насчет Паоло Вентурини. Он как раз-таки является нашим идейным вдохновителем, когда он впервые уже заявил, что он прибежит на полюсе холода. Мы в этом году тоже провели первый пробег, и сейчас он является послом нашего зимнего пробега в Европе. Потому что, как мы знаем, по миру существует очень много экстремальных марафонов, в том числе и марафон Арктики, Байкала.
Ну и как самый холодный марафон, это наш, на полюсе холода. Василий, вы заняли первое место среди мужчин в экстремальном забеге в 2020 году. И вы преодолели свою дистанцию за 3 часа, 32 минуты, 4 секунды. Тяжело ли вам далась дистанция? Что вот было самым трудным и самым запоминающимся в этом марафоне? В марафоне, ну, подготовка именно заняла именно вот время. Начали с осени и всю зиму вот пробежали на улице. И там специфика в чем и питание нужно соблюдать, и одежду. Я как работаю в Федеральном институте государственном Чурапче, и у меня не только вот личное, да, и профессиональный интерес. Мы вот под свое крыло взяли научное сопровождение, которое мы вот будем исследовать, ну, наблюдения педагогические. Будем проводить анкетирование среди участников, а также с прошлого года мы уже начали, да, с клиникой Калинченко. Здесь руководитель Григорьев Николай Николаевич. Углубленно вот мы изучаем именно анализ крови, гемоглобин, витамин D, железо, вот эти составляющие, а также социологический опрос уже сделали. Вот, все это вот направления, именно вот, что влияет именно организм, холод, на что влияет, да, именно изнутри хотим изучить. Вот именно вот институт взял вот под свое крыло именно вот эти направления. Но я сам аспирант Павловского университета физкультуры и спорта, уже 2-й год пишу диссертацию на эту тему, поэтому вот все это совокупность. Получается такое приятное с полезным. Приятное с полезным. А что лично вам дал вот этот марафон? Какие изменения вы чувствуете? И для чего вы вообще решили бегать зимой? Холодно ведь? Да, но ну, зимой в основном мы объем, ну, в целом объем берем именно вот, ну, готовится вот основной старт у нас летом, да, летом будет именно спортивные игры народов Саха, поэтому вот именно основной объем мы берем здесь зимой, поэтому закаляем организм и оздоравливаем в целом вот. Вот вы сказали, что к забегу вы начали, он проходит в январе, вы с сентября начали подготовку, ну, конкретно к вот забегу «Полюс холода». Можете подробнее рассказать, в чем заключается подготовка, как она проходит, что вот в течение этих месяцев происходит со спортсменом, то есть что он должен сделать? Ну, самое главное — это системное занятие. Каждый день нужно на улице пробегать, постепенно себя изучать, именно закалять организм на улице. И самое главное вот это одежду. Мы сейчас договорились с тентом, да, вот с ними мы вот уже работаем на вот именно по одежде, чтобы было вот не так сильно, да, и легкой. Именно, чтобы не стесняло движение, да? Да, не стесняло движение. И лишнего веса, вероятно, да, не добавляло. По весу тоже. Сарглана, а вот скажите, вообще у нас много желающих заняться экстремальным бегом? Вы знаете, в этом году мы открыли заявку на 10 дней. И желающих, конечно, очень много было. И ну, нас радует то, что все-таки пробег, он не только для профессионалов, но и для любителей и для массового спорта все-таки. Вот. И еще хотелось бы отметить то, что генеральным спонсором является компания «Баск», которая тоже очень заботится о людях, которые проживают в холоде, на севере. Вот. И в этом плане у нас тоже в рамках пробега мы тоже проведем такой эксперимент, исследование. Так, и еще хотелось бы поблагодарить, вот, пользуясь случаем, да, данный пробег, он проходит, посвящен, как я повторю, столетию СССР и трасса Аляска-Сибирь.
И как раз-таки вот в рамках пробега планируется проведение круглого стола с участием всех регионов трассы. Это Аляска, Фербинск, Чукотка, Якутия, Магадан, Красноярск. Вот, идет основательная подготовка. Вот, и где мы планируем создание ассоциаций, чтобы в будущем, ну, для наших будущих поколений всю эту историю сохранить и рассказать. И также аэропорт Амякон, там Тор и до Магадана, это, ну, в народе как осталась самая холодная, самая, ну, сложная студеная трасса по трассе Алсиба. Вот. И поэтому мы, конечно, все очень волнуемся, ждем. И благодарны всем нашим министерствам, правительству Республики Саха-Якутия, которое на уровне республики создан оргкомитет. Все настроены на позитиве. Буквально через 3 дня мы выезжаем. Вот, и мы надеемся, что все наши участники сегодня вот нас видят. Им большая благодарность за то, что они занимаются спортом, пропагандируют спорт. И, конечно же, это прежде всего еще и имидж нашей республики. Мы тоже пожелаем всем участникам, кто примет участие в забеге, конечно же, удачи, хороших результатов, как минимум не ниже тех, которые вы ожидаете. Вам желаем также, чтобы все хорошо прошло, чтобы отметился забег новыми рекордами. Друзья, мы двигаемся далее. Совсем скоро мы прервемся на небольшую паузу. После этого мы вернемся и расскажем вам много еще интересного. Нас ждут интересные советы юриста. Также мы узнаем даты и события и много полезной информации. Это «Утро Якутии», телеканалы «Якутия-24», НВК «Саха». Мы встречаем здесь вместе с вами новый день, 17 января, понедельник, новая рабочая неделя. Животные. В рационе животных московского зоопарка появились вообще неожиданные продукты, как оказалось, это елки. Животным московского зоопарка после праздников устроили хвойный детокс, и в рационе пушистых, рогатых и хвостатых появились елки, пихты и сосны, оставшиеся после новогодних каникул. Угощением животные обрадовались, полакомились хвойными иголками, почесали когти и, довольные, раскинулись в вольерах. Такую акцию зоопарк проводит с 2012 года. Нереализованную хвойную продукцию организации собирают в качестве пожертвований. В этом году животным накрыли стол из более 2000 деревьев. К слову, для животных елки – это настоящий питательный десерт, в котором содержится, кстати, витамин С, каротин и аминокислоты. Ну вот такой вот лайфхак для тех, кто всегда боится, что как вот вынести елку, чтобы она не осыпалась. Просто ее можно съесть. Да, друзья, если уж в московском зоопарке заботятся о здоровье животных, то мы-то уж тем более должны как раз-таки в такое непростое время как раз-таки держать свой иммунитет в чувствах, мы должны его в тонусе, мы должны его укреплять. Ну и не забывать, что в данный момент для выработки коллективного иммунитета самый простой способ обезопаситься от болезней – это, конечно же, вакцинация. Доброе утро, дорогие друзья! Хочется пожелать всем, в первую очередь, конечно, здоровья и поднять не очень приятную, но столь наболевшую тему коронавирусной инфекции. Итак, возвращаемся к самому сложному вопросу. Это отстранение от исполнения должностных обязанностей. Согласно постановлению главного государственного врача Республики, получается, от 19 мая 2021 года иммунизация населения Республики Саха-Якутия против коронавирусной инфекции руководителям организаций всех форм собственности предписано обеспечить обязательную иммунизацию по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции, включая работников здравоохранения, в срок до 15 августа 2021 года. То есть есть такое распоряжение, все уже с ним столкнулись, особенно после 15 августа, что пошли отстранения. Некоторые, конечно, безусловно возмущены. Дорогие друзья, это не просто так, то есть дело не только в нашем главном санитарном враче, но и в том, что внесены изменения, получается, от 9 декабря 2020 года приказ Минздрава, в котором здравоохранение, то есть внесено именно в календарь прививок, то есть обязательная вакцинация против инфекций.
У нас есть федеральный закон об иммунопрофилактике, получается, да, инфекционных заболеваний. Отсутствие профилактических прививок влечет запрет для граждан на выезд в страны, пребывание в которых в соответствии с международными медицинско-санитарными правилами либо международными договорами Российской Федерации требуются конкретные профилактические прививки, временный отказ в приеме граждан в образовательных организациях, оздоровительных учреждениях, отказ в приеме граждан на работу или отстранение граждан от работы. То есть вот данным федеральным законом как раз установлена возможность отстранения от работы, особенно той группы риска, то есть это работники образования и медицины, а в том числе иные группы риска, которые определены субъектом Российской Федерации с учетом инфекционных заболеваний и их распространения. В данном случае, получается, мы имеем распоряжение главного санитарного врача, который говорит, что вот необходимо всем организациям провести иммунопрофилактику и с августа месяца отстранить. Поэтому нужно в каждом случае, конечно, разбираться отдельно. Безусловно, если у вас есть медицинские показания, по которым вам нельзя ставить прививки, если у вас есть медицинские показания, которые говорят о том, что вы переболели коронавирусной инфекцией, сейчас вам нельзя также ставить прививку, да, нежелательно, или иные какие-то предпосылки к тому, что вы совершенно не относитесь к группе риска, вы можете исполнять обязанности удаленно, то, конечно, вы можете обратиться о том, что ваши права нарушены. Но в общей массе именно вот с учетом того, что такие распоряжения даны по республике, отстранение, в общем-то, является законным и обоснованным. Поэтому берегите свое здоровье, внимательно относитесь к получению прививок, то есть смотрите, пожалуйста, все противопоказания, да, ну и изучайте законодательство, потому что порой отстранение, оно, правда, вызвано не желанием работодателя, а предписанием, поскольку оставление в опасности, особенно в первой группе риска, на тех должностях, которые, правда, взаимодействуют с лицами, которые могут быть заражены коронавирусной инфекцией, которые получали выплаты в связи с сложными условиями труда, потому что сталкиваются с коронавирусной инфекции. Работодатель вас, к сожалению, не имеет права оставить на рабочем месте, не добившись каких-то документов, подтверждающих, что он предпринял все меры для того, чтобы иммунопрофилактику провести. Ну а прямо сейчас передаем слово нашим коллегам из информационной службы, которые расскажут о последних новостях. Доброе утро, коллеги, доброе утро, Якутия. В эфире новости. Власти Якутии обсудили алгоритм действий по обеспечению безопасности в пожароопасный сезон 2022 года. Совещание в режиме ВКС провел глава Якутии Айсен Николаев. Он отметил, что на этот год кратно увеличены средства на проведение авиамониторинга, авиационного и наземного патрулирования на мероприятия по тушению лесных пожаров. Глава региона обозначил задачи по принятию опережающих превентивных мер, в том числе по привлечению и переоснащению воздушных судов. Отдельное внимание уделено вопросам увеличения штатной численности авиалесоохраны и Якутлесресурса, а также эксплуатации закупленной в рамках федерального финансирования тяжелой спецтехники. Перед началом пожароопасного сезона группировки специализированной техники будут заранее размещены на участках муниципальных образований, в которых прогнозируется наиболее высокая вероятность возникновения природных пожаров. С первых дней начала пожароопасного сезона республика получит собственную авиацию с подвесным оборудованием по искусственному вызыванию осадков. Планируется организовать обучение и переобучение работающего в лесопожарных формированиях персонала. Главам поселений и наследов поручено обеспечить обустройство противопожарных разрывов, подготовку техники и резервных сил. Все мероприятия по подготовке к пожароопасному сезону должны быть завершены уже в апреле. После поездки министра природных ресурсов необходимо будет на моем уровне и на вашем ряд таких выездных совещаний устроить по районам республики, где мы предполагаем наиболее пожароопасную ситуацию в 2022 году. Именно с выездом на место, с тем, чтобы пригласить и глав населенных пунктов, наши силы, которые там есть и по линии Госком-ОБЖ, пожарников, МЧС, конечно же. Вот. Безусловно, Минохрана здесь должно быть главным у нас, Минэкологии, подготовки всех этих мероприятий. И вот как раз с выездом на места рассмотреть. Я считаю, что такая необходимость есть. В ходе прямого эфира в социальных сетях глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что к 2030 году в Якутии планируется построить более 40 газозаправочных станций. Руководитель республики отметил, что сегодня цена на топливо на нефтеперерабатывающих заводах страны выросла. Из-за этого
«Нефтегазсбыт» был вынужден увеличить цену на дизтопливо порядка на 7-8%. Напомним, что с этого года в Якутии будут выдавать субсидии на компенсацию затрат по переводу транспорта на газомоторное топливо. На эти цели в бюджете предусмотрено 24 миллиона рублей. Кроме того, с 2020 года в Якутии на 50% снижен транспортный налог для владельцев машин, работающих на природном газе. Также компании, занятые строительством газовых заправок, освобождены от уплаты налогов на имущество. Сейчас в республике действуют 8 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, 23 автомобильные газозаправочные и 22 передвижные автомобильные газозаправочные станции. Первая партия закупленных экспресс-тестов для определения заболевания новой коронавирусной инфекцией в первую очередь будет доставлена в отдаленные населенные пункты. Об этом, отвечая на вопрос жителей северных районов, также заявил Айсен Николаев в ходе прямого эфира. Кроме того, использование экспресс-тестов снизит нагрузку на ПЦР-лаборатории. По данным Минздрава Якутии, первая партия из 37 тысяч экспресс-тестов в настоящее время развозится по районам. Вторая партия поступила буквально на днях, а это еще 34 тысячи экспресс-тестов. На этом у меня пока все. Я с вами прощаюсь и отличного дня. Ну а нам пришло сообщение замечательное, поздравление, которое мы спешим зачитать от номера, заканчивающего цифрами 7380. Дорогой Володя, с днем рождения тебя. Желаю крепкого здоровья, успехов во всех делах, счастья со мной. С пожеланием, твоя женщина Анжела. С удовольствием присоединяемся к поздравлениям, друзья, и узнаем, какие же еще интересные даты и события. А кто у нас сегодня еще именинник, мы в следующей рубрике «Даты и события». На календаре 17 января, понедельник. Сегодня Международный день детских изобретений. Датой для него выбран день рождения одного из выдающихся американцев Бенджамина Франклина. Примечательно, что свое первое изобретение – пару ласт для плавания – он изобрел в возрасте 12 лет. В третий понедельник января Америка отмечает национальный праздник День Мартина Лютера Кинга. Праздник, посвященный жизни и идеалам чернокожего борца за гражданские права. А итальянцы сегодня празднуют День аббата святого Антония, основателя монашества, нового духовного движения того времени. Этот день отмечается по всей Италии, но особенно красочные и широкие празднования проходят в южной и центральной частях страны. По народному календарю сегодня Зосима Пчельник. Он считается покровителем пчеловодов и бортников, именно поэтому молились о хорошем сборе меда. Гадали в этот день и на погоду. Чистое небо с полной луной предвещало сильное половодье. А если при безоблачном небе еще и морозно, значит холода будут стоять еще долго. Знаменательное событие в истории. 1627 лет назад в этот день Римская империя разделилась на Восточную и Западную. Вскоре Восточная империя превратилась в самостоятельное государство – Византию. 645 лет назад в этот день резиденцией Папы Римского становится Ватикан. 17 января 13 кардиналов торжественно сопровождали Папу Римского Григория XI в Ватикан, самое маленькое государство площадью всего 44 га. 101 год назад был издан декрет Совнаркома РСФСР о воздушных передвижениях, ставший первым законодательным актом Советской России в области воздушного права. В этот день родились Бенджамин Франклин, американский государственный деятель, ученый, один из отцов-основателей США. Константин Станиславский, русский актер, режиссер, педагог, реформатор театра, народный артист Советского Союза. Далида, французская певица и актриса. Мухаммед Али, американский боксер, олимпийский чемпион. Майя Чебурданидзе, советская грузинская шахматистка, 6-я чемпионка мира, гроссмейстер. Джим Керри, канадско-американский киноактер, сценарист и продюсер. Именины сегодня отмечают Александр, Аристарх, Артем, Архип, Афанасий, Денис, Ефим, Иосиф, Карп, Климент, Марк, Прохор, Никанор, Семен, Степан, Терентий, Трофим, Фаддей и Филипп. Еще одно сообщение пришло под закат нашей передачи сегодняшнего дня. Здравствуйте, спасибо за интересную передачу. Желаем здоровья, благополучия, удачи во всем. Каждый день с нетерпением ждем ваши передачи. Спасибо большое. Завтра мы вновь с вами увидимся здесь же в это же время. И очень приятно прощаться именно на таких добрых и теплых словах. Но вскоре мы скажем вам доброе утро в нашей программе.